Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем, как легковушка протаранила грузовик на улице Беломорской. Скорая сразу подъехала, пожарная, потому что солярка текла. Возгорание топлива чудом удалось избежать. Продавали без лицензии. Сейчас вот здесь все будет осмотр, вся алкогольная продукция, которая здесь будет изыматься. Госалкогольинспекция проверила законность продажи спиртного. Чем это грозит покупателям и продавцам? И расскажем, как, по мнению следователей, полицейский покрывал браконьерство и сколько стражи порядка уничтожили конопли. Это и не только прямо сейчас. Врезался прямо в бензобак. Серьезная авария произошла сегодня утром на улице Беломорская. «Лада» 14-й модели на высокой скорости столкнулась с грузовиком. У большегруза пострадала емкость топливом. Существовала реальная угроза его воспламенения. От сильного удара водитель легковушки потерял сознание. Его вытаскивали очевидцы. Динара Камалова знает подробности. Скорая сразу подъехала, пожарная, потому что солярка текла, мало ли чего, возгорание, чтобы не произошло, залили. Весь удар принял на себя бензобак грузовика. Из полученных пробоин топливо из емкости стало стекать на землю. Чтобы не допустить возгорания, прибывшие на место пожарные залили его пеной. Пожара не допустили, но и без пострадавших в этой аварии все же не обошлось. Водитель «Лады» после столкновения потерял сознание. Когда мы подбежали туда, открыли эти двери, сначала как бы без сознания, мы его чуть приподняли, вытаскивать не стало, мало ли что, позвоночник там. Все, потом уже скорая приехала, раз, он вроде как оклемался, вышел, пол лица там разбито, левая сторона, правая нормально. Скорая здесь стояла, он сам до скорой дошел. По рассказам все того же очевидца, водитель грузовика поворачивал налево, предварительно убедившись, что его маневру ничего не мешает. Авария произошла, когда фура уже почти повернула. Грузовик-то ехал, он посмотрел, тот летел, большая скорость была, водитель не виноват вот этой фуры, а тот без прав. Который на легковой девятке был. Он без прав. Наверное, я думаю, в телефоне сидел, потому что он даже не притормозил ничего. Скорость большая была. Повезло ему просто, что в бак въехал. Удар все равно смягчило. Сейчас автоинспекторам предстоит узнать не только всю картину произошедшего, но и установить, имел ли право водитель легковушки вообще садиться за руль. Динара Камалова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. «Шевроле Круз» и «Лада Приора» столкнулись сегодня днем на Мамадышском тракте. В результате удара отечественный автомобиль повредил всю переднюю часть, досталось и иномарке. По предварительной версии, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции. Audi A4 и Ford Fiesta столкнулись вечером на пересечении улиц Карла Маркса и Жуковского в Казани. От удара у Fiesta оказался поврежден правый бок, а у Audi смята передняя часть. Оба автомобиля после столкновения оказались не на ходу и покинуть место происшествия смогли только на эвакуаторах. О том, как произошло столкновение и кто нарушил правила движения, водители рассказывать не захотели. Автоинспекция Казани просит помощи у всех, кто знает вот этого человека. Его подозревают в том, что во вторник, 17 октября в 19 часов 20 минут на улице Вахитова напротив станции метро сбил 12-летнего мальчика, переходящего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, но в зоне видимости регулируемого перекрестка. Мужчина, как подозревают автоинспекторы, посадил сбитого ребенка к себе в машину и отвез в ближайший травмпункт. Эти записи как раз оттуда. Передал мальчика в руки медиков и скрылся. Автоинспектор вызывать он не стал. Мальчик в результате наезда получил перелом бедра, а также ушибы мягких тканей головы, левой голени, локтевого сустава и гематому правого бедра. Из травмпункта его госпитализировали в больницу. Сотрудники автоинспекции просят всех, кто знает этого мужчину, позвонить по телефонам, указанным на экране, или по телефону 02. Незаконно передаваемое спиртное искали сегодня сотрудники Госалкоинспекции в центре Казани. Много времени на поиски не ушло. Специалисты говорят, что торговля алкоголем без лицензии отнюдь не редкость. Айрат Назипов расскажет, чем грозит отсутствие разрешающего документа и с чем могут столкнуться покупатели. Кафе в центре Казани. За несколько минут до прихода сотрудников Госалкогольинспекции гостям продали алкоголь. Но права на то не имели. В баре не было лицензии на продажу спиртного. На вопрос, а где же документ, работники заведения лишь пожимают плечами. Лицензии никакой нет. Просто не вы конкретно, та организация, которая здесь. Сейчас вот здесь все будет осмотр, вся алкогольная продукция, которая здесь будет изыматься. Руководителей на месте не было. Владельцы в момент проверки находились вне города. На вопросы пришлось отвечать дистанционно. У вас есть лицензия на розничную продажу алкогольной продукции? Нет. Нету. Почему не получаем? В чем причина? Причина в том, что у нас нет договора, у нас безвозмездный договор
Он не аренды, а безвозмездный, а он в ресталасе не регистрируется никак. Это не говорит о том, что если вы не можете договор, значит, зарегистрировать, значит, есть какие-то причины. Крепкие алкогольные напитки осмотрели и изъяли. В случае, если сумма товара превысит 100 тысяч рублей, на бизнесмена могут возбудить уголовное дело. Но это не все. Штрафные санкции по данной статье, то есть часть 3.14.17 КОП РФ, начинаются от 3 миллионов рублей на организацию, а также от 500 тысяч рублей до 1 миллиона на должностное лицо. Такие суровые меры применимы для общества с ограниченной ответственностью. Для индивидуальных предпринимателей штраф составляет от 100 до 200 тысяч рублей, на физическое лицо от 20 до 40 тысяч. Чтобы не доводить дело до такой крайней меры, сотрудники госалкогольинспекции настоятельно рекомендуют не игнорировать получение лицензии. Всего за текущий год было выявлено свыше 1000 подобных нарушений. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Ровно полгода прошло с момента задержания подозреваемых до передачи дела в суд. Следственный комитет завершил расследование в отношении 2 жителей Татарстана, обвиняемых в организации подпольного бизнеса по изготовлению и продаже суррогатной алкогольной продукции. Кроме того, полицейские установили, что реализуемый ими товар был опасен для здоровья. С подробностями Алла Рыкова. Их задержали еще в апреле этого года, в момент разгрузки канистр со спиртом из фуры на склад в поселке Осиново. Общий вес груза составил 36 тонн. Сотрудники Управления экономической безопасности выяснили, из этого спирта изготавливали напитки и разливали их в бутылки с этикетками известных производителей. Впоследствии экспертизы вся продукция была признана опасной для здоровья и жизни человека. Зайдите сюда, понятых, пожалуйста. По версии полицейских, спирт закупался в соседних регионах, после чего по фиктивным документам перевозился в республику. Организаторами бизнеса оказались 2 жителей Татарстана. Они наладили связь со своими знакомыми из других областей. Он разливал ее в пластиковые бутыли объемом от 5 до 10 литров, либо в бутылки с наклейками известных торговых марок и в дальнейшем реализовывал. Кроме того, данную спиртосодержащую жидкость у него приобретали 3 его знакомых, которые, по его примеру, также реализовывали ее под видом водки и коньяка. Вскоре начались обыски. Проверив 12 адресов, полицейские изъяли еще свыше 2 тонн фальсификата. Кроме этого, обнаружено более 5 тонн спиртосодержащей жидкости в гаражном помещении, принадлежащем главному фигуранту и одному из его подельников. В общей сложности полицейские взяли 46 тонн суррогата. Оба обвиняемых свою вину признали в полном объеме. Сейчас они находятся под домашним арестом. Вскоре по этому делу состоится первое судебное заседание. Алла Рыкова, Айрат Назипов, вызов 112. Защищала от закона. Следственный комитет установил причастность оперативного дежурного отдела МВД России по Актанышскому району 51-летнего Ирика Давлетова к группе, занимавшейся браконьерским выловом речных раков в промышленных масштабах в акваториях рек Белая, Кама и Волга. По версии следствия, действовала группа браконьеров с 2015 года, и их незаконный доход составил больше 20 миллионов рублей. За Ириком Давлетовым был закреплен служебный катер, на котором он регулярно патрулировал акватории рек в Актанышском районе. В сентябре 2016 года он задержал жителя Башкортостана Мурада Катаманза, занимавшегося незаконной добычей раков. Мужчины договорились о том, что полицейский за вознаграждение будет оказывать Катаманзе покровительство. В результате с сентября 2016 по октябрь 2017 года Давлетов получил от Катаманза не менее 45 килограммов раков и не менее 45 тысяч рублей. Причастность к совершению преступления оба признали. Всего в рамках расследования к уголовной ответственности привлекаются 6 человек. Больше 51 килограмма наркотических средств растительного происхождения изъяли полицейские в результате операции МАК. Сегодня подвели итоги 2-го этапа. В задачи стражи порядка входит выявление и изъятие готового к употреблению продукта, так и борьба с дикорастущими плантациями конопли. Сергей Хайдаров о том, как и где находили, уничтожали запрещенные растения. Забор своего сколько раз постригаю ее и выдираю с корнем, и все равно растет. Эту жительницу поселка Дербышки не поняли бы 2 жителя Спасского района Татарстана. При рядовой проверке в автомобиле нашли мешки с запрещенным растением. После высушивания до постоянной массы вес изъятого наркотического средства составил больше 14,5 килограммов. За период операции на территории Республики Татарстан зарегистрировано 193 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. К уголовной ответственности привлечены 198 человек.
Выращивают и мак на приусадебных участках. К слову, крупным размером считается культивирование от 10 растений. Что же касается марихуаны, она в нашем климате, говорят полицейские, не вызревает. Но не всегда. Профилактика от соблазнов одна – уничтожение. Всего в рамках операции из незаконного оборота изъят 51 килограмм наркотических средств растительного происхождения. Большая часть – марихуана. Сергей Хайдаров, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.